Сейчас мы пойдем на гору Хатынырах, по крайней мере, так называется улица. Сегодня холоднее, чем вчера. Как показывает погода, после северного сияния сегодня будет плюс 9 градусов. Как красиво. Классно, да? Реально как в Рифтине. Главное, чтобы бандитов не было, как в Рифтине, и воров. Есть идущий к реке, а есть я, идущий к горе. Просто надо нечего делать. Захотелось и вейп пошла, потому что дети в садике. Реально погода как в Скайриме. Сегодня мы сделаем видео про охоту на кринж. Какая красота, да? Вот это вид. Вау, красиво. Так, всем привет, меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет просто обычный видеоблог, который я снимала раньше, о своих чувствах, переживаниях и просто как у меня дела. Мы видим город как на ладони. Город живет, кипит. Все чаще меня спрашивают, когда у нас закончится стройка. На это у меня всегда есть два ответа. Первый – это были бы деньги. Этот ответ имеет свои «но». Во-первых, мы должны нивелировать деньгами. Не тратить же все деньги на одну лишь стройку. У нас есть ипотека, свои обязанности. Мы должны себе покупать себе вещи, да, кормить своих детей, самим покушать. Ну, в общем, мы зарабатываем неплохо, но если есть лишние деньги, мы бы хотели также и отдыхать, вот, чтобы не перегореть этой стройкой. И во-вторых, когда у меня появляются лишние деньги, я покупаю уют и комфорт. Например, это диван, мебель детская, столы. Ну, в общем, все, что нужно для комфортного проживания. Этим летом мы переехали домой, и, конечно же, нам нужно было где спать, да, как-то не только же жить посреди стройки. Поэтому мы не тратим все деньги только лишь на один ремонт. Второй ответ – это время. Временем мы также должны нивелировать, как и деньгами. Вот. Не заниматься лишь одной стройкой, но и, конечно же, отдыхать. Уделять время семье, детям, пожилым родственникам, родителям и так далее. Конечно же, если заниматься только одним, можно с легкостью перегореть. Вот. Хотелось бы еще рассказать тем, что чем мы занимались этим летом. Летом у нас была снова стройка, но мы провели, точнее мой муж провел трубы до септика, а также сделал водоотведение. Поэтому мы сейчас можем мыться, сходить в туалет дома, поэтому все супер. Вот. На втором этаже у нас есть туалет, но пока что нет раковины. Мы еще до этого не дошли. Пока что делаем ремонт в ванной комнате. Вот. На днях мы должны поставить двери, использовав мою торцовочную пилу. Вот. Он отлично режет
И надеюсь, следующие видео, они будут именно с ними. Летом я была в Ленинских столбах с коллегами, хорошо отдохнула. Это было очень красиво, насыщенно. Наконец-то я купалась с видом на Ленинские столбы. Это у нас июль. Этим летом я увидела северное сияние 3 раза. В общем, мы с подружками поехали отдыхать в Нараду на сутки. И ночью нам удалось увидеть и северное сияние, и падающие звезды. Это было в августе 14-го, кажется. Потом, после этого, через час прошел мой любимый гром и молнии. Все это с видом на реку Лена. Это было очень классно. Потом, второе в жизни северное сияние. Спустя некоторое время мы увидели с мужем, муж тоже впервые в жизни увидел северное сияние. Мы видели уже с балкона. Он был прямо над нами. И последнее северное сияние я уже видела вчера. Это было очень красиво. Уже не только в зеленом оттенке, да, но и с красными оттенками. Это было очень красиво. Вообще, мой канал не имел единый строительный контент, а он был, скорее всего, как видеодневник. Старалась найти себя, у меня был контент с готовкой, с рисованием, с обучением по 2D, 3D анимации, но со временем я их всех почти удалила, а зря. И однажды я сняла строительный контент, блог про строительство, делилась впечатлениями, лайфхаками, и это видео как будто набрало такие большие обороты, что мне стало очень... Ну, я начала стесняться, короче. Я не ожидала этого. На меня посыпались предложения по рекламе, но, к сожалению, я была слишком... Мои подружки, мои друзья говорят, что я упускаю такую возможность заработать деньги из воздуха, рекламировать по бартеру. Либо я слишком трусишка, либо я слишком тупая. У меня постоянно возникает такое чувство тревоги, что я могу что-то сделать не то. Поэтому, возможно, из-за этого у меня такое чувство, будто у меня пропадает это желание снимать видео, что-либо рассказывать и так далее. Например, на своей работе, где я работаю, я очень ответственно к этому отношусь. А когда у меня еще на хобби появляется какая-то работа или обязанность, я прям горю всякими интересными контентами, да, всякие идеи появляются, что я очень быстро сгораю. И вся эта мотивация сделать какое-либо видео, но просто-навсего пропадает. Ну а сейчас я пойду в лес и придумаю, что еще можно снять мне вас. Вот он, через лес виден город и жопка Герды. Красота! Ну что ж, друзья, сегодня 4 октября. Я только что закончила монтировать видео. Понимаете это как хотите. Спасибо за просмотр. До скорых встреч!